Привет! Улип барған кешеме привет деген была. Итак, доктор, я снова с Региной Юльякшиной. Почему я делаю акцент на Юльякшину? Потому что она родная сестра Радика Юльякшина, самого знаменитого человека в Республике Татарстан и в Республике Башкортостан. Почему я всегда делаю акцент на Элвина Грея? Потому что у меня тоже есть корыстные цели, как и у всех, Я хочу быть ближе к звезде, поэтому я с Региной дружу. Ух, нет, Аллах об этом, я не такой человек. Короче, доктор, почему мы с Региной Юльякшиной сегодня встретились, в скором времени узнаете, доктор. Для вас мы приготовили бомбический, просто бомбический сюрприз. Фанаты Элвина Грея будут рады. Какой сюрприз, скоро узнаете. Без сначала завтрак ашаю. Короче, мана, Регина, бізге завтрак бішір, ребята. Как мама раньше делала. Гренки, ой, да? Да, мен гренки вообще яратырам. Қазаныңда ятмайсың. Қазанда квартира алдым, мен хәзір Қазанда яшайым деп. Хәбәр һөйләгән кеше Казан звонитма уфала йөри. Почему? Это пока временно, я скоро поеду в Казань. Һин үзең әйттең миңа Казанда скучно, кыен, шуңа киләм дидең. Нет, я так не говорю. Чеклеттең дә һоң. Шулай дип әйтте доктор, шулай тине, между прочим. Кстати, Регина, голый правда нам нимә дип әйттеләр? Давай честно. Мне, кстати, многие поддержали, очень много написали, прям вот, хорошие. Согласись, я умею преподносить Да, умеешь. информацию. Я умею найти подход к людям. Я, между прочим, тонкий психолог. Хоть я кажусь немножко так туповатой, но я психолог, между прочим. Меня Екатерина пошла, да. Вот, курдинки! Моя рубрика «Танышек» работает, между прочим. Напишут, типа, можно познакомиться, ты говоришь, да. Ну, Хотят встретиться некоторые, да. Если будешь встречаться, сразу, если ты Элвин говорит, да, хорошо, вас нафиг посылать. Да, потому что, помните, доктор, мы делали рубрику «Голая правда» Регина Юльякшина, и Шунда Регина Хюляне, что некоторые парни с ней знакомятся с корыстными целями, хотят подойти ближе, подобраться к Элвину Грею с какими-то своими целями корыстными. Курдина. Так что не только кыздар бывают корыстные, но и егиттер бывают корыстные. Собирать иттим, біздің Қазандан Башқұрт, өзім собирать иттім. Біз башқұртта қайтып сөйлесеміз. Өзім собирать иттім. Собирать иттим, вот. Саша в огороде мама өстірген енді. Казанский. Обязательно попробуй. Сливой. Ты песню записала, да? Нет, это кавер. А как было? А что, кавер петь нельзя, что ли? Ну это просто припев этот. Пока Канада Буганда, я думаю, студия свободна, но как ты А не хочешь, мам, пару песен записать? У меня есть одна песня. Давно еще я ранним радит моя. Ну? Шум, это песня. Я когда придумала тему. Да? Кстати, когда Элвин Грейман рубрика «Один день со звездой» делали, сюда Регина, когда Регина спросила у Радика, может мне тоже запеть? Радик айтқан, yok, 2 yarısı семьяла боларға тиісті өлген. Поэтому нет. Мы тут узнали очень такую хорошую новость. Регина появился ухажер. Фотографию не могу показать. Вот так быстро покажу. Очень симпатичный ухажер. Надо караву траву. Симпатичный. Очень хорошенький. Мне понравился. Он ей подарил розы уже. Да. Қарағыда, мына телевизор тұрған, 2 емелі өткенде. И тут я, короче, заметила, у Регины один бомбер. Хадыр мен herге көрхәтәм аны киіп. Вообще, такой стильненький, такой классненький бомбер. Регина алған Глория джинстан, былтыр алған. Не, вот этими джинсами вообще килишь. Вот, смотрите, как красиво. Да, вообще классно. Все, я тебе дарю, можешь забирать с собой. Хадыр опять айталарыңды. Хуранып кеттерей. Купальнигін тартып алды сиреневый. Килишь, да, вообще классно. Точно подаришь? Да, все, это... Хурап алдым, телефонды құрып тұрым. Я ее год поносила, хватит. Все, иди. Да, хватит. А мына меня осыны киіп қарап. Я же еще такие хочу короткие модельки выпускать. А еще не продается это? Нет, меня халатқа хочу сыграла. С брюками? А есть брюками? Мы, короче, тоже бындатые. Азамат ман найдымақ киімдерімді. Обменялись. Обмен. Обмен,
Был, меня джинсами больше келеше, чем розовый. Вообще классненькая. Ой, прикольно, да. Взяли мармеладку, сок взяли. Кто-нибудь догадывается вообще, что здесь происходит? И что мы собираемся вообще делать с Региной Юльяшиной? Пюрешку давай можем. Да, вот. Мына ток и ток. Самый корректный эвердер алдық. Шекер, ток, пюрешка, сок и мармеладки. Все, достар, мы закупились. Регина магниттан одноразовый мешоктар урваны. Вот так вот. Прикиньте. Бур. Просто так взяла. Просто так взяла, урдамаған. Регина Юльяшина уйқылымынан кадр будет писать кодовые слова. Короче, пока адақ үйдер бол. Баяғынан бері адақ үйдер. Атылмайды. Давай. Кейін тұрмақыз бар. Сразу будем упаковывать, наверное, да? Да, сразу разложим. Ну, тут, наверное, уже которые участвовали в моих этих таких, да, поняли, что мы собираемся делать. Я на вашем. Вот япырасыды. Вот көрһәтергәйне несе татарса язганыңды. Башкорт. Ана шулай башкорттар махын бирә буласы. Казанга күсеп китәләр дә башкорттар. Сразу начинай татарса һөйләшергә, татарса ядырга. Менә хәзер күрһәгез инде туттар. Не просто это кодовое слово не могу вам показать. Регина татар телендә уже яда башлады. Иногда уйлап куям. Вот 46 дисәгән. Вот это надо не. Шулай дип дурактан өргә өтәй. Нет, это здесь кәрәкме? Нет, кәрәкмәй. Алып ал. Кәрәк булар. Вдруг мешок будем ертылып. Тебе. Тоже пока ушундай алып турайық, вдруг бізге керек будет. Так, все. Все, достар. Тоқсайдарымызды біз упаковали, готовы. Сейчас поедем, первая локация, біздің Салават Юлаев площадь. Сейметті вообще-то. Қояштан хақылан. В твоем возрасте уже қояштан хақыланып жүру керек. Панамка киіп жүріні. Киіп жүру дейін. Шыға мен панамка алып киіп алды, өліме. Да мен уже бір яркий, тупойский әвергін һәм тотам да алам. Вот мен шу яқ насар яғым бар. Бір қызық, смешной әвергін һәм все, не могу удержаться. Итак, достар, что же мы здесь замутили с Региной Юльяшиной прямо сейчас вы узнаете. Мы, короче, намутили офигительную вещь. Сюрприз для всех подписчиков и сюрприз. Ой, сюрприз, короче, сюрприз. Сюрприз, Илямба. Біз Регинамна бүгін яшірәсәкбіз 5 билет на концерт Элвина Грея. Совершенно бушқа хізге боласа, кімдер таба ол билетті, достар, әвітай. Ол, кстати, не билет боласа, а будут продукты. А, кстати, давай, күрәтай ғар сразу. Так, тот мен düşürəm. Это, достар, будет не билет, а будут продукты, которые мы набрали, планетала. Неменде планета, магнитайнан башы. Вот көрдіңіз, целый тоқсай, мына ошыларды біз яшірәбіз паркта, достар. Но не только в этом парке біз яшірәсәкбіз. Біз яшірәсәкбіз бұл әйвердерді түрді локацияларда. Самый главный, хізге тавырға, мына, допустим, бір тұзды таптығы екен, тұз ісінде боласақ, ядылған бумажка, мына розовая бумажка, шунда ядыласақ кодовое слово. Хіз аны тапағыз, шуны бірге видео түшірі керек, что мына хіз таптығы тоз с кодовым словом, ул кодовое слово на видео называть надо. Самое главное, ул видеоны выложить у себя на странице, отметить меня и Регину Юльяшину. Асалар, инең башы менің панамкаға келілер, қара зеленый. Мені сес кетуі деді. Хізге ебәрәсәк біз билет. Кто же будет счастливчиком, счастливым обладателем билета на концерт Элвина Грея, узнаем в скором времени. Итак, начинаем прятать. Ошылай выглядит шоколадка. Мешок ісінде, доктор, чтобы ямғор үтмәхін үсін. Короче, в парке Салават Юлаева, доктор, мы нашли скворечники. Вот такой вот скворечник есть, да. Бұның ісіне білмеймін, яшырабыдме yok ма, но в одном из скворечников будет шоколадка с кодовым словом. Вот бұнда мына вообще куб скворечниктар. Какой скворечник? Құрқыны сүйнен башы. Ошы 39 тебе алған. Артем тебе алған еще. Артем сделал скворечник. Мы оставили там. Вот примерная локация. Здесь висят скворечники. Видите, да, задний фон. И тут, вот тут скворечники. Вот тут. Все. Регина, которая с Семеном жила 5 лет. Представляете, он ей же предложение не делал, да? И представляете, они разошлись. И вот он сейчас, говорит, женится. Или это не забыл говорить? Ярай? Ярай. Представляете, вот нинде егиттер. 5 жыл на них тратишь. Күтәһің, значит, что они сделают предложение. Алар бас тебе.
сразу икенсен тауып, уже икенсен кешеге предложение істеп отыр. Вот такие вот жігіттерге шаны сөз достар. Мед пил, по усам текло, до рта не дошло. Новый стих. Пивной живот! Чего они взяли, что он пивной, я так и не поняла. Ну, Даша, вы живот- показываете, что Альберто пиво пьет, и как будто может думать, что вы его собутыльник, может так? Ну и так и было на самом деле. Я была его собутыльником, да. Но это в прошлом. Да, но это в прошлом. Но в будущем я не зарекаюсь, может, и буду и дальше его собутыльником. Насчет моего веса меня постоянно унижали, оскорбляли. Похудела, да. Когда Ага, красавица стала, между какой красавица, морщинистый. Заботиться о себе, наконец, смешно. А я- Краситься начала, я смотрю. Это я на эфир пришла. Ну не потому что тамалка, гыртовастаным, потому что ну так. У меня морщин дофигища стал, но я это не скрываю. Я всегда это прямо и открыто говорю. Да, у меня морщин много стало. Многие на самом деле не знают, кто такой менеджер маркетплейса. Поэтому мы сделали этот прямой эфир. Прежде чем вы купите обучение, а я думаю, вы купите обучение, потому что у нас самая отличная мы это онлайн сегодня докажем. лицензированная школа. Прежде чем вы купите обучение, вы должны посмотреть вообще эту онлайн-экскурсию и понять, кто такой менеджер маркетплейса, чем он занимается, сколько он зарабатывает и сколько он может зарабатывать. Лилию сторисов видели, я надеюсь, да, все? Да. Кто смотрит мои сторисы? Да. Она, допустим, Лилияның, оказывается, нету времени смотреть сторисы, потому что он эш кипит, а до учебы Лилия смотрела все мои сторисы. Понимаете? Она была подписчицей моей, смотрела мои сторисы. А хәзер кутарганса акча эшләй башлаган дип әйтә. Отписаться икән и никакой да сторис карамай. Вообще, хәзер мин кирәкмәй мен ага. Как Сам- только купила обучение, уху алдыла, все, иди башкирская домохозяйка куда подальше. Лилия. Зато мы теперь чаще Да. встречаемся. Точно, точно. Итак, друзья мои, да. Давайте самый главный вопрос. Лилия, еще раз напомните, сколько у вас зарплата примерно в год? в среднем? Ну, примерно 140 тысяч. 140-150. Вот, Лилия, сколько ты собеседований провалила? Ой, я не знаю, ну штук 20 точно. Даже столько? Нифига себе, ты, блин, ветеран провалов! Ой, блин. Ну, я каждый день 10 раз отвлекалась. Да? Просто 10 Зато 15. Лилия знает теперь, как не надо вести себя на собеседовании. Ой, Такой, да. Павла, Лилия, ты меня удивила, блин. Я думал, штуки 3-4. Я как так хотела и себе. думала, блин. Да! А у меня каждый день было собеседование, я вот не могла потом. Зато не сдали. А вот как вы не сдались, например, прикиньте, вот вы Да, 5 раз класс, услышали, класс. нет, там, или там сами вот чуть-чуть это, да, вот боялись что-то, да, там, хаушап, да, Ага. и такие потом, ай, не моя. Да, как ты не Как сдалась? вот не 20 сдались, да? раз, это же, блин. Ну, Вообще. подождите. Вот я всегда хочу сказать, да, вот вы берете обучение. Вы Ага. же, вот я взяла на себя ответственность за это обучение. То есть в любом случае я раз пошла, отучилась, я же знала, что я пойду работать. Ага. Я такая думаю, ну я должна найти себе селлера в любом случае. Зарима, какая зарплата? 260. 260, подождите. Поехал 240 было. Ну, общий, 260. 260 Да. тысяч. У вас, в смысле, за полчаса на 20 тысяч зарплаты выросла, что ли? Я что-то не понял. Она пока там сидела, нашла еще одного селлера. Там зависимо от того, что сколько там же от KPI получается. Ага. KPI это как бы, да, От это... То процента, то есть самое большее получало 260 получается. есть на пике получали 260, но в Да. среднем типа 240, Да, правильно? все правильно, да. Вот, Мгм. чтобы обмана не было, чтобы вы не подумали, да, то есть... Вот то, что- теперь расскажи, Зарима, вообще, ты когда отучилась? Когда ты закончила? Это был ноябрь месяц. Ноябрь. Год еще не прошел. Нет, же. нет, нет. Вот, смотрите, обратите внимание тут. Год еще не прошел, как Зарима отучилась у нас и получила профессию менеджер маркетплейса. Прикиньте, год еще не прошел, а она уже зарабатывает 260 тысяч в месяц. Так, давай расскажи, сколько ты Зарима тратишь. такая, Это вообще, это вообще круто, между Блин, прочим. Это у нас чемпионка. Вообще, таких результатов шикарнейших добиться. Поставьте да. огонечки, А пожалуйста. хотя, между прочим, И, кстати, знаете, круто. знаете что? Хотя вот Зарима, когда очень долго сомневалась, взять обучение, учиться или нет. Скажи, вот ты же сомневалась, Зарима. Да. Так я думала, это будет как дополнительный заработок, думала, ну, Ага. 20, там, 15 тысяч, то есть... Да, потому что мы на тот момент говорили, что вы будете зарабатывать 20-15 тысяч в месяц в начале. Мы так говорили, и Зарима думала, может, как подработку возьму. Да. Я еще помню, то, что я маме позвонила, и маме говорю, учиться, не учиться, ну, то, что вот ребенок на инвалидности, то дополнительный заработок нужен. А она мне говорит, что вам доверяет и учит. Ага. А, мама так сказала. Да. Нифига Зарима, вот эти себе. огонечки все вам. Видите, да, тут Да. вас просто огнями сейчас, Ага. сердечками, огонечками закидали. Спасибо, просто. Зариманың әсәріне. Вот так. У Заримы особенный ребенок, и она
искала такую работу, чтобы можно было не от звонка до звонка работать на кого-то, да, и ходить на работу, оставлять ребенка дома. Она хотела рядом с ним находиться всегда круглые сутки, потому что уход нужен ребенку, да, и чтобы работа была, из дома можно было работать. Поэтому она пришла к нам на обучение, и мне кажется, сейчас ты не нарадуешься, и все у тебя хорошо. Флюза да. пишет. Но ты действительно Слишком чемпионка. хорошо. Ты ем, Зарима, сплюнь, ты в нем пошел. Флюза пишет, меня муж Эй, даже не знаешь, слишком дослушал. хорошо тебе. Да. Мгм. Вот Флюза пишет, меня муж даже не дослушал, сразу говорит, иди, не думай, да. Ага. Вот видите, вот муж поддержал тоже. А, Классно. кстати, вот молодец. Это кенде муж поддержал. Флюза. Вот, Флюзя. Вообще, хатер шеп мужик, очень хороший мужик. Потому что я вот сколько разговариваю с ученицами, да, у всех почти 80% мужики с недоверием относятся, во-первых, к нашему обучению. Некоторые вообще обзывают нас мошенниками. У тебя же все круто изменилось. Да, сейчас вот я дом, получается, покупаю. Вот. Опа, вот это поздравляем. Короче, поздравляем. у Заримы очень крутые изменения, доктор, но нам нельзя это рассказывать, нам нельзя говорить, но у Заримы после нашего обучения просто жизнь перевернулась, знаете, вот на 190 градусов, или как там говорят, как там есть, говорят. Ну, короче, Правильно, на 180, правильно. Да, Не- на не 100, 360. 190 градусов, бля, вот я тут. Геометрия у вас, конечно, да, Да, хромает. на между собой. 180 градусов. Вот наше обучение, между прочим, меняет не только вашу там профессию, то, что вы поменяли профессию, все вокруг меняет. А вот у Зарима, между Да. прочим, тоже все поменяло. Миллион насобирала я. Ага. Первый свой миллион. Молодец. Ты, короче, лишнего не Да, рассказывай. давайте, да. Счастье любит тишину. Да. Да, лучше. И не говори, что у меня слишком все хорошо. Не говори больше так, не говори. Да. Надо было, получается, ехать в Москву, и там только официально надо было устраиваться. Мгм. А муж мой, получается, запретил мне ехать туда. Ну, в отказ пошел, конечно. Но мы даже как-то пыталась, чтобы на Илью говорил, как бы. Он меня не отпустил, в общем, туда, и я сейчас об этом очень сильно жалею. Пожалела я, повторюсь. Вот Что чтобы не сделала. жалеть, доктор, и даргады ты ломала, доктор. Будьте сами самодостаточными. Что-то вы хотите сделать, делайте. Не надо слушать мужика. Если моя жена смотрит, не слушай хозяйку, слушай мужика. Нет, а зачем должны... Нет, я вот не пойму. Вот Георгия Сранда, почему ты должна прислушиваться к мужу? Это вот Почему? Почему ящик должна Пандоры слушать мужа? открылся. Все, сейчас Нет, меня это Шопен правда, начнет. вот короче. действительно, Зарима доктор. встретилась. Я пошел, короче. Вот Зарима, скажи, Зарима, почему должны мы Я пошел, слушать короче, мужика? да, я сейчас приду. Мы должны, почему наши желания не Всё. учитываются? Почему наши желания не учитываются? Вот многие же так мужики говорят, тебе что, моя зарплата не хватает, что ли? Сиди дома, смотри за детьми. Давай, вон борщи вари, каши, пироги пеки, там, Блин, я это, рано да. пришел. Нет, вот так вот говорит, да. Мужики вот тоже так, они говорят, конечно, им удобно. Им нужна кухарка нужна, им нужна уборщица Да. нужна, да. Любовница, друг, собутыльник им нужен, да. А потом в какой-то момент женщина, знаете, перестает уже его удовлетворять, и он уходит, находит себе помоложе, и потом вот эта женщина, кухарка, уборщица, любовница, немножко растолстевшая, немножко морщинистая, как я, да, становится ему не нужна. И что в этом случае делать женщине, скажите мне, Остаться у пожалуйста? разбитого корыта, что ли? Да. Нет же. Да, она больше ничего не умеет, кроме как обслуживать своего мужика и своих детей. Больше она ничего не умеет в этой жизни, тут так. Она не адаптирована к жизни. Она только видит вот эту кухню своего мужа, своих детей. Моей ситуации я даже представить не могу. Даже, что Кстати, было. вот у Зарима примерно такая ситуация и была. Примерно такая ситуация и была. Но сейчас же ты довольна, что ты вышла из этого. Это небо и земля, то, что было до этого. Блин, я еще скажу, никогда не терпите. Вот это еще хотела Вот, сказать. Не вот. терпите. И зарабатывайте сами. Вот что я хочу сказать. Зарима, Да, скажи. независим, будьте независимыми. Да, и началось. будьте независимыми. Вот мне я сколько раз говорю. Сегодня у тебя есть муж, а завтра нету его. Если не в курсе, Инегет госуслугага, кемдар, блогердар, как зарегистрирован как блогер. Инегет госуслугага, и посмотрите, должен вам прийти счет от Роспотребнадзора. Вы должны оплатить определенную сумму, исходя из ваших рекламных контрактов. На меня унмангельде, оплатили. И это будет делаться каждый квартал. Каждый квартал будет браться. Прикиньте, біз еще налоговыйға төлейбіз, и плюс еще төлейсек біз неге? Роспотребнадзорға. Кто не в курсе, вот новость очень хорошая. Мы находимся на горсовете. Вот именно примерно в этой локации, где стоит Афрем, мы будем прятать билет, доктор. Скоро узнаете, где. Амагат. Я никогда не думала, я тебя встречу. Да? даже. Вот домохозяйка, привет, дорогая. Вроде бы
пухленькая была, а такая стройненькая. Да. Похудела, что ли? Да, Насколько похудела-то? на 30. На 30? На 30 килограмм. Я же резекцию сделала желудка. Яла, а зачем? Не потому что аудит я майна. 55 плюс имеется в виду. Да вы что? Что за танцы 55 плюс? Ну-ка подробнее давайте. Ну, халганный пенсионеры тоже хотят узнать об этом. 55 плюс, Ага. Светлана Бекбулатова, наверное, фамилия. Ага. А я так говорила, 55 плюс. Танцы меня устраивает и Нектен сәгін? А я мне сағаттығын сияқтыла, айгүн сияқтыла. Оның сияқтыла. 9:30, пожалуйста, приходите. А что за танцуйте. танцы? Просто танцы ма? Русские танцы. Русские танцы ол несі бұла? Ну, Міне швей требинді. Қалай айтты? И народные танцы, что ли? народные танцы. народные. Есть такие пенсионеры, которые активные. Мына менің әсейін тоже, допустим, нық активный. Ол походтарға асығып кете палаткасын тиеп ала, самауырын ала, бір үйде тек отырмай менің әсейін. Между прочим, вот ол кесегіне қайтты Самаранан. Потом Самаранан, Нижний Новгород, әлі қайдарға жүріп кигендер алар. Заки ағайман. Представляете ма? Они дома вообще не сидят. Никогда. Между прочим. Bütün пенсияларын бензинға бітіралар, между прочим. Вот так вот. Вы тоже не сидите. Вот келеді паркқа. Әдір бейіп алғы. Екі хумығызды түләп. Ну, в принципе, қабат түгіл, конечно, өте өйдеп қарахан. Кім городта яшайды. Автобусға отырдың келді. Вот видите, даже хуяш сығып кетті из-за моей панамки. Как мен только панамка аталғайым, сразу хуяш сығып кетті. Баяғына шаптырдап, Янголеван. И вот за этими кустиками, рядом со фреймом, вот на этой территории должна лежать соль. Кто найдет соль с кодовым названием, с кодовым словом, отправит нам это видео с отметкой меня и Регины Юльякшиной, мы отправим 2 билета на концерт Элвина Грея. Короче, зашла сюда в ДАП, достар. Многие же спрашивали, где этот магазин находится. ДАП находится в планете, достар. Это мой самый любимый магазин. Почти все мои вещи отсюда. И я приглядела себе вот такую вот жилетку. Сейчас я надену, покажу. И представляете, Регина такая, я тоже хочу. Алтайым, это я ее уговорила. Мен там еңелі шыл жилетка келешесек. Мына хәдір осы костюмның тышынан, кстати, бұл Регина киген костюм, минин модель, не ДАП, а минин модель. Башкирская домохозяйка, вот голубой. И мына тышынан киіп крутая жилетка, как будет смотреться. Что, прямо сейчас? Да, Вообще классная. да, шикарная жилетка, доктор. Есть в черном цвете, есть в белом. Она двухсторонняя, кстати, видите? Вот белая, и можно вот эту сторону тоже носить. И вот смотрите, с голубым костюмчиком, как круто смотрится. Классно, да? О, Бар, иди посмотри, с костюмом вообще шикардос, Регина. Я тоже себе такой купила, у нас, оказывается, с Региной вкус почти одинаковый. А что, джинсы не взяла? А, еще Регина джинсы взяла. Примерно как у меня тоже. Вот эти черные же джинсы на мне есть, вот. Такие примерно тоже взяла. Билет яшеріп жүргендар. По пути каким-то образом залетели в планету и решили пошопиться. С Региной вообще нельзя гулять. Это она меня уговорила. Это с тобой нельзя гулять. Нет, это она меня уговорила. Иди, принимала, иди. Алдай. Мультиктағы Вупсин и Бупсин хымақ екеуді бірі шітіп кейініп алалы да Регинамнан үйріп кете аларыздай. Вот, кстати, вот ДАП магазин Планета. Находимся в Черниковке и рядом с домом. Какой рядом с домом? Прямо возле дома, где раньше жила звезда Элвин Грей и Регина Юльякшина. Это улица у нас Кремлевская, между прочим. Ориентир, вот, посмотрите, двор достар. Вот в этом дворе когда-то бегал Элвин Грей и пел песню «Уфтанма». Представляете, мамхаха агап, шунда бэсранап, ошунда хугашеп. Примерно здесь мы будем прятать оставшиеся 2 билета. Поэтому внимательно следите за поездкой. Примерную локацию вам дадим, Аллаверха. Давай рассказывай, Регина, как ваша юность проходила. Как? Вадик бандитом был? Наш подъезд. Да? Айда зайдем. Может, квартиру покажешь? Индирлер мекен? Нет, квартираға индирмейдер инде, ну, хотя бы нет, Да. да, покажу. На каком этаже жили? 5-й этаж. 5-й этаж, Да. прикиньте, вот в этом доме прошло детство и юность Элвина Грея. Ох, бұнда ел сықты, достар, папа, баяғына эфине, папа ел сықты. Такое ощущение, что сейчас пойдет ливанет дождь, блин. Мы с Региной бүгін ямғур астынала электик, панамкалар киіп, ага, бұнда попадешь, ана қара бұнда. У вас есть? Нету, да? Сейчас подождем. Подожди, может, что-нибудь выйдет. Я тут жила до 20 лет, и Радику было 18, когда мы переехали. Да? Да. Куда потом переехали? Мы с ним начали снимать квартиру на Спортивной.
Отдельно от родителей. А что, почему? Ну-ка, Ну, расскажи. потому что мы же взрослые были на тот И момент. что, как вам понравилось отдельно жить? Нет, а кто Еде кое-как деньги наскребали. Они, короче, кое-как концы с концами сводили. Да. А вначале, когда мама их сказала, юх, отдельно сығып яшемәгір, яшеялмәгір, ерекеудашып отдельно, дегенде, они не послушались. Нет, мы взрослые, мы будем отдельно жить, сами себя обеспечивать, работать будем. Мы Тип- думали, мы сможем. Да, думали, смогут. Представляете мы? И потом, короче, в итоге, когда они переехали, отдельно сняли, поняли, что шампунь-то надо покупать, туалетную бумагу надо покупать, за квартиру платить, да, Да, за это свет, за тяжело газ. было. В Черниговке вообще опасно было, Достар, одному ходить, тем более ночью. Сейчас я вам покажу квартиру, где жил Элвин Грей. Вот никто, наверное, вам это не показывал, только я показываю. Давай, Регина, покажи, где. Всё поменялось. Вот. О, что так темно? О, такой длинный коридор. Да, тут много квартир у нас. Ага. Вот она наша квартира. Да? Даже дверь, а нет, нет. Смотрите, 73-я квартира Луфа. Вот здесь вот жил Элвин Грей. Папа раньше всегда говорил, минимум умер собой. Он всем говорил, Да? хотя не знал. Да? Да, А с чего ну, он сделал, что умер Не всего? знаю, он просто говорил всем, что... Может, минимум- Радик пел Ну, постоянно? он этот, трамвайда кеткенде, говорит, мама, говорит, пел песню «Сарманай». Каманай, каманай. Да. Это его любимая песня была в детстве. Каманай. Хаманай. Вот вы даже узнали, доктор, сегодня, какая любимая песня была у Элвина Грея? Хаманай. Пюрешка. Вот, это Агуша вроде. Ту сторону не могу показать, потому что там написано кодовое слово. Розовая бумажка. Как только вы найдете вот это пюрешка за домом Кремлевская 76, за домом Кремлевская 76, вот где вот тут вот деревья находятся. Кто найдет это пюрешка, доктор, и назовет кодовое слово, получает последние 2 билета на концерт Элвина Грея, который состоится 31 августа. И потом выложить видео, что вы нашли вот эту пюрешку, и тогда только вы получаете 2 билета. А кто видео не снимает, он нифига ничего не получает. Доктор, пожалуйста, не забываем, как только вы находите вот это вот пюрешка, называете кодовое слово, снять себя на видео, отметить меня и Регину Юльякшину. Привет! Я нашел кодовое слово за Кремлевской 76 на концерт своего любимого певца. Регина Юльякшина и башкирская домохозяйка спрятали тут соль. И мы нашли кодовое слово. Азалия. Ой, оно все испачкалось. Ну ладно, сейчас. Кодовое слово будет... Татарка. Говори. Татарка. Татарка. Мы нашли. Да. Регина Юльякшина, башкирская домохозяйка. Так, короче, я сейчас буду у торга. Я не знаю, как по-русски будет у торга. Окучивать. Ну, убирать сорняки. Потому что вот здесь вот, в этом месте растет вообще-то дикий виноград, который мне дала Гульсасяк, я посадила. И прикиньте, я его не поливала, не смотрела. И он вырос как хорошо. Смотрите. Во, уже как пустил. Такой длинный стал. У нас хорошая трава не растет здесь. Какая-то дурацкая. Хотели сначала посадить этот, как там его, ну, этот газон. Потом передумали. Потому что за ним здесь ухаживать надо. А мы ленивые, ухаживать не любим. Да, да, весь вот, короче, в 3 местах вышел. Вот один кустик, второй кустик и 3. Очень большие, красивенькие такие. Альберт своей газонокосилкой косит Духтар. Я своей газонокосилкой. Я возле цветов убираю, а он основную часть косит. Уже сколько раз мои цветы срубил, да. Поэтому он мне купил свою личную газонокосилку. Я ее вам уже показывала. Очень удобная, кстати. Она называется Хютер. Вот такая маленькая, очень удобная. Работает на батарейке. Это первый наш этот урожай. Алма пишкен и тышкен. Представляете? Такой вкусный. Что за сорт?
Просто мынау артқыяғын көрсетемін. Китайский пиво А, екен, китайский просто пиво, үйде неме уфалла күретмейм. Неме де реклама болған дейінде. Келістіре бердің немеке. Хәзір побегу брать китайское пиво. Да, Юшанг деген пиво алдым. Ющанг. Китай даже уже пиво начал поставлять. Знаете, сколько градусов? 3. 3? А? Сколько стоит цена? 50 рублей. Прикиньте, Китай хәзер не только машины нас обеспечивает, и киімменен, и всякие Да, этак-сетакмен. ищанг Даже пиво. уже пиво поставлять того штаган. Представляете? Ишанг Неме деп аталады? Ишанг. Ишек? Ишанг. Был да китайский. Жоқ, мұны білмеймін амандай. Какой-то был. Тестировать деп отыр, пивалар. Альберттің яратқан нее бар, блогері бар. Кім деп аталады ол? Жан-Поль алкоголь. Жан-Поль алкоголь. Представляете, прям жайтып атала. И ол шуны күн түні қарай, как теге дегустирует алкогольда. И шунан шул теге немеке, хайбет деп айтса, шуларды алып эсе. Представляете? А я чай пью из термокружки. Капец эсе. Я хотел горячий чай после горячей бани. Как китайское пиво, Этман Битабет? На вкус. Полная, в которой я сижу. Попка. Вообще, культура пивоварения только, кстати, есть у нас, я думаю, в России. Я, конечно, не был там в Европе, не хочу там быть. Но, по крайней мере, у нас культура пивоварения вообще классная. Особенно в Башкирии и в Татарии. В другие регионы я тоже был. Там не так. Они все знают, что в Башкирии и Татарии самое вкусное пиво. Они специально едут сюда пить пиво. Скоро тоже болгал пожалуйста ихненде. Жан-Поль алкоголь, а им была Альберт алкоголь. А че, давай блок людей. Был пиво, что давай была. Нет, пиво я пил знаток, а холган крепкий алкоголь же я не люблю, во-первых. И я вообще не знаток. Я только там один сорт водки знаю, да. Виски знаю, пару сортов, больше ничего не знаю. Ну, по пиву я спец, да. А вы давайте, сама. Не, Не, ну пиво, нежели мне. а я не декор. Нормальный город. Ушла и что? я. Ай, тукмаған мақма. А? О, сейчас. Арқан қысы что? Арқан қысы что? А я вообще. Я попил. Когда волосы покрасила, мне вот, я же говорю, хозяйка салона Гульнара сделала подарок. Целый пакет мне подарила косметики для волос. Сейчас будет распаковка, я никогда не делала распаковку. Сегодня специально для вас я сделаю распаковку. Сама даже не знаю, что тут вообще лежит. Вот, тут лежит, что это такое? Муск. Мохиоко. Что это такое мохиоко? Блин, мен курим гурме Альберт. Ашкимди литрай, пожалуйста. Вообще ничего не вижу. Эй, уже ашкимди хүртіп алаң ғой, енді жоқ ма? И вообще хүртем бұл ашкимди? Айсеке қарайын бұл ашкимді. Алле, гурамин, хайрага. Курахың бұғымды. Хүртіп алар керек оста весь мутыйға. Шампунь для сухих, поврежденных, окрашенных волос. Мошико. Вроде Мошико. Вот такой вот шампунчик Дустар, смотрите. Сказали, что он очень мега крутой шампунь. Особенно подходит для окрашенных, осветленных волос, мне сказали. Как это открывается вообще? Это не так открывается вообще-то. Вот же стрелка и не баше. А, вот так вот. О, вот, видите, дозатор. О, запах такой вкусный. Ну вот, короче, такой шампунь. Это что такое? Это я сама пока не знаю, что такое, что-то очень коричневое. А, это восстанавливающая сыворотка спрей для волос. Окрашенные осветленные волосы, они сейчас внутри будут пустые, и постоянно надо пользоваться вот этой спрей-сывороткой. Они вот будут после нее очень хорошо расчесывать. Потом у меня еще вот. Это что за фигня? Авокадо-экстракт Мошико. Блин, я не знаю, как правильно это называется. Вот кто читает по-китайски или по-японски, или по-корейски, вот прочтите. Это бальзам-кондиционер. Она тоже сказала, очень офигительного качества бальзам-кондиционер. Как открыть? Ой, это очень, блин, офигительная косметика для волос. Так, это тоже с дозатором. Ух ты! Смотрите, какой красивенький. Она сказала, что это просто обалденного качества фирма выпускает вот это кондиционеры. Гульнара, вот хозяйка салона, сказала, что вот эта вот линейка косметики для волос просто сногсшибательный, говорит, эффект дает. Вот просто все балдеют от нее, все говорит, в восторге. Вот с дозатором тоже. Блин, так вкусно пахнет. У меня никогда не было таких,
косметики такой вкусно пахнущий. И этот дорогой. Я всегда себе чистую линию брала, самую дешевую, между прочим, потому что им постоянно акция. И еще у меня здесь... А вот это что такое? Это вообще что-то такое офигительное. Вот, смотрите. Что-то черное, коробочка какая-то. Очень тяжелая. Бляха-муха, как прочесть-то, блин, Альберт? Ну что у тебя с очками? Это же мои очки. Откуда я знаю, это твои очки или нет? Какие вот такая значит, синие очки не Я тоже плохо начал видеть через них. Короче, я прочла. Доктор. Сейчас я открою. Пленкалар хороший, качественный штаганда. Походу дела, кайратки пленка штаганда. Даже асып-то умай. Шелковая спа-маска с маслом семян жажаба. Вот так он выглядит. Она сказала, Гульнара, опять-таки, блин, я сейчас постоянно буду говорить про нее. Гульнара сказала, что это просто бомбическая, офигительная маска, которая восстанавливает поврежденные, окрашенные волосы, что их обязательно надо наносить после них, говорит, окрашенные волосы, как после спа-процедур в салоне красоты, говорит, становятся. Она сказала, что даже можно не ходить на всякие восстанавливающие процедуры для волос. Оказывается, после окрашивания люди ходят на восстановление волос. В салоны красоты, прикиньте. Она сказала, если эта маска будет, можно вообще абсолютно после окрашивания не ходить в салоны, а дома вот эти все процедуры делать. Она говорит, что это витаминная маска. После нее, говорит, волосы просто будут бомбические, класс. Прямо все, охота покушать прямо. Так вкусно пахнет. У меня никогда не было таких классных, вкусно пахнущих вещей. Никогда, честно говоря. 45 лет я только начала в себе такие вещи покупать и позволять. А до этого я никогда себе не позволяла такие вещи. Я же говорю, чистой линией только пользовалась. А лицо я всегда мыла, еще дегтярными щупами. Вот так вот. Сейчас вот мне подарили. Ну блин, а потом-то я сама, наверное, себе покупать не буду, навряд ли. Беден, по ходу дела, зрение еще хуже сделала, беден, Да, не может быть. Ну как не может быть? Какие очки странные. Они если треснутые должны быть. Они не треснутые, это не те очки. А где те очки? Откуда я знаю, мехин очки такие время, что ли, не баше? Потому что это старые очки, дешевые, которые стоят. Ну вот, ходяй-то, очки-то. Блин, а где очки? Ну, вот не знаю, где твои очки. Потому что те треснутые были. Ватером, оказывается, прикольно. Сейчас Азалия пронюхает, что у меня есть хороший шампунь. После нее у меня ничего не останется. Только я забыла, после кондиционера маску или маску после... Ай, что-то я запуталась, ладно. Сегодня без маски пока. Теперь я не могу лежать на жестком. Представляете? Вот сейчас тут топчан, да, я лежу. И сверху тонкое покрывало. И когда я лежу, у меня все кости упираются в топчан. Оказывается, у меня есть кости. Лопатки есть. Оказывается, лопатки, когда нет жира, упираются в жесткое и больно. И прикиньте, оказывается, есть еще кости, знаете где? В попе. Представляете, я не знала, что кости есть в попе. В попе кости, когда сидишь на жестком, тоже упираются. Представляете? Вот это я не знала вообще. Что некоторым людям худым, оказывается, больно сидеть на жестком. Я просто офигела от этого. Я в шоке просто. Как так? Откуда эти кости в попе? Не могу понять. Странно. О, дубовый веник вообще офигительный. Пару бирюзового веника и смею. Самый лучший дубовый.